Ахметов Ренат, художник декоративно-прикладного искусства. Работаю с металлом, с деревом. Сегодня мы сделаем с вами небольшой мастер-класс. Сделаем панно, где будут такие элементы, как и из дерева, и из металла. И попробуем скомпоновать, сделать такую интересную вещь. Возьмем лист ДВП и нанесем на него декоративное покрытие. Не обязательно брать доску какую-то. Мы постараемся сделать по менее затратным. Наносим определенный небольшой слой. И еще постараемся создать фон для нашего панно. Тут каждый по-разному начинает импровизировать. Можно процарапать чем-нибудь. Мы возьмем железную щетку и создадим фон, как бы у нас получится, как будто он шпанированный. Правда, надо было дать ему чуть-чуть подсохнуть. Ну, посмотрим, попробуем. Почему я начал заниматься декоративно-прикладным искусством? Наверное, это пришло у меня уже с детства. У меня как бы и бабушка с детства, с моего детства, она уже ткала и занималась вышивками. Мама занималась вышивками. Отец у меня по дереву работал. Мне всегда было интересно работать с металлом, с деревом, что-то делать своими руками. Так, раз у нас идет полная импровизация, здесь кое-какие заготовки я уже сделал, мы как бы на этом фоне сделаем забор. Теперь нам нужно, так как у нас дерево все-таки с волокнами, его можно будет чуть-чуть составить и вытащить как бы эти волокна и показать как бы саму красоту дерева, подчеркнуть. Для этого мы возьмем болгарку. На сегодняшний день я считаю, что относительно моя мечта сбылась. Я стал художником. Я закончил художественное училище, занимаюсь любимым делом. В дальнейшем хочу поработать также и с эмалью, и с керамикой. В этой области очень много направлений, очень много техники. И разные виды материалов существуют, где я еще могу показать свой талант. Можно показать какие-то элементы трещин. Оно потом в процессе работы, когда мы затонируем, даст свою красоту. Теперь нанесем на них покрытие. Можно той же декоративным покрытием. Еще штрихи, которые нам его более еще сильнее, интереснее раскроют. Благодаря таким штрихам он становится еще более интереснее и более выразительным. Почему декоративно-прикладной, да? Все-таки на данный момент у нас мало кто занимается декоративно-прикладным искусством. Нас можно по пальцу пересчитать. Я не знаю, может быть, более трудоемкая работа.
Все-таки мы работаем с материалом, надо чувствовать материал, понять его. И нужно очень довольно-таки много труда к этому. Вот у нас как бы это панно, то, что мы наносили и делали щеткой фактуру. Вот он у нас высох, и мы на этом фоне сейчас здесь выставляем как бы этот псевдозабор. Как бы такими элементами. Теперь нам нужно как бы сделать птичку. То есть мы делаем это на металле путем чеканки. Мы обводим птицу так по нашему рисунку и потом пройдемся по контуру рисунка. Специальные инструменты. Все мои инструменты я сделал как бы своими руками. Ну вот мы как бы дочеканили нашу птичку, ну относительно как бы для проведения мастер-класса и показать приблизительно, как это делается. Сейчас мы ее обрежем и попробуем сюда вставить. Да, есть очень много народного творчества, но декоративно-прикладного искусства маловато. Побольше хочется художественных произведений, и хочется как бы оставить свои работы своим потомкам, чтобы оставить то время, в которое я живу, оно осталось как бы для истории, и моими работами где-то могли понять, что в это время, что происходило в искусстве и в творчестве. Птичка вот получилась такая объемная. Мы ее сажаем как бы здесь вот на этот забор и делаем как бы, что она у нас будет петь. Создаем образ певчей птички. Теперь нам нужно сюда изобразить какое-нибудь солнышко. Мы возьмем кусок латуни, его вырежем и вставим в наш фон. Ну вот мы как бы вырезали солнышко. Сейчас мы его обозначим на панно на нашем. И вот у нас получился такой небольшой импровизированный панно. Когда оно подсохнет, можно будет уже повесить в интерьере. Есть свои трудности, есть и тоже и проблемы. Не каждый, наверное, может стать художником. Для этого нужно как бы не только умение, наверное, рисовать. Рисовать это еще не означает, что ты станешь хорошим художником. Художник это все-таки что-то в душе. Все-таки к этому нужно немало труда и упорства. Потому что в моей профессии это как бы разные виды есть здесь направления. Та же ювелирка, та же работа с металлами, с деревом. Все-таки он более трудоемкий и требует очень много усилий и времени на это. И не каждый, наверное, на это способен, и есть у него возможности и трудолюбие выдержать столько времени над одной работой. Хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы люди любили искусство, любили нашу культуру, потому что мы здесь живем. Это наша родина. Мы этим дышим, мы этим живем.